ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Воскресенье, 16:00, Конгресс-холл УГТУ, стартует гала-концерт конкурса «Вокал Radiance». Первое открытое состязание исполнителей прошло в Ухте с 4 по 6 ноября. Почти 80 человек, как сольно, так и в составе ансамбля, выступили на сцене. Несколько дней жюри заслушало претендентов на награды. Весь конкурс создавался в направлении эстрадного вокала, поэтому большого разброса по жанрам не было. Однако разнообразия все же хватало. Сильно такой разброса жанрового не было, но были песни такие советские, например, да, были песни прям ультрасовременные. У нас один исполнитель гроулом пел, вот сегодня он тоже будет. И поэтому, было на что посмотреть было. Участники выступали в 3 номинациях сольного пения по возрастам и еще в 2 среди вокально-эстрадных ансамблей. 4 ноября в первый день каждый представил одну песню, а если прошел дальше, то уже на завтра и вторую композицию. Визитной карточкой каждый выбрал что-то свое, будь то ритмичная начитка или же зажигательный рок-н-ролл. Идейными вдохновителями и организаторами конкурса выступили в том числе известные в Ухте сестры Дженилидзе. Одна из них, Эка, попала и в жюри. Согласитесь, не просто произвести впечатление на человека, который посвятил вокальному искусству не первый год. Уровень периодически разнился, были и чуть-чуть похуже, но тем не менее видно, что потенциальные, и это очень радует. Это значит, что при условии, если они будут развиваться, учиться и работать, то они наверняка повысят свой навык и покажут класс. Итоги конкурса подвели на 3-й день во время гала-концерта. В каждой номинации определились свои фавориты, однако все с нетерпением ждали того, кто выиграет гран-при. В итоге его обладателем стала ухтинка, 9-классница Ухтинского технического лицея. Она выступала в номинации «Сольное пение» и представила композиции эстрадно-джазового направления. Это хобби, так сказать, хобби на профессиональном уровне, если так можно выразиться. Но, не знаю, я, наверное, все-таки не хочу связывать свою жизнь с вокалом, потому что это дело сложное и кропотливое, а я все-таки хочу учиться. Ирина получила главный приз первого открытого конкурса, однако это только начало традиции. Как замечают организаторы, уже сейчас они хотят обдумать, что можно было бы сделать лучше на следующий год. И уж тогда провести фестиваль, если не всероссийского масштаба, то межрегионального.